Доброе утро, Республика! Начинаем новую рабочую неделю после долгих выходных. Всем отличного настроения. Начинать вам нужно вместе с нами на НВК Саха Якутия 24. С вами этим утром Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. Всем, доброе утро. Желаем отличного начала дня. Ну и, собственно, сегодня мы для вас приготовили по традиции очень много интересных сюжетов. Сегодня у нас в гостях мы поговорим с нашими гостями в этой студии о грядущей выставке, а также о замечательном спектакле, драме «Маскарад», который готовится Русским театром. Ну а также наши традиционные рубрики «Советы юриста», «Гороскоп» и многое-многое другое покажут вам много-много интересного. Ну, то есть все, что вам необходимо для того, чтобы бодро, уверенно начать новую рабочую неделю. Но вообще начинать после праздников рабочую неделю всегда очень сложно. Поэтому мы рекомендуем начать ее более спокойно. Знаете почему? Да. Потому что сегодня, 26 февраля, отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости или День медлительности, который к настоящему времени уже приобрел даже статус международного дня. Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они, весьма активный эмоциональный народ, впервые отметили День неторопливости в 2007 году. Целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент. И это неудивительно. В наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни. Большая часть работоспособного населения мира вынуждена проводить в офисах или другом рабочем месте более 12 часов в день. Это, несомненно, наносит вред физическому и моральному здоровью, что сказывается и на наших близких, окружении, это семья, друзья, любимых. Поэтому такой праздник просто был необходим современному обществу, а его инициаторами выступили Итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунгом дня «Не торопись и насладись моментом». Также данная ассоциация разработала 14 заповедей отказа от спешки, которые следует придерживаться, чтобы успеть ощутить все прелести бытия и сделать свою жизнь более комфортной. Среди них также можно выставить одна из советов – это вставать пораньше по утрам, чтобы насладиться завтраком или, например, не нервничать, стоя в пробке, а посвятить это время прослушиванию любимой музыки, чтению книг или общению с водителем соседнего автомобиля. Но также в рамках Дня неторопливости проходит немало интересных мероприятий. Например, в Риме проводится медлительный марафон, участником которого может стать любой житель Италии или гость страны. Дистанция марафона 300 метров, можно сказать, спринтерская, но преодолеть ее надо не быстрее, чем за 87 минут. И при этом ни разу не останавливаясь. В Милане, известной экономической столице Апеннин, пошли еще дальше. В этот день слишком спешащим прохожим даже выписывают символические штрафы. Подобные наказания для торопыжек вводятся и в других итальянских городах. А еще во многих регионах Италии уже по традиции в День неторопливости многие жители отдают предпочтение делам, на которые хронически не хватает времени. Они посещают поэтические и литературные чтения, музыкальные концерты, посещают музеи и пешеходные экскурсии, проводят время за любимым занятием или просто наслаждаются интеллектуальной беседой за неспешной трапезой. Ни для кого не секрет, что жизнь в современном мире отличается несносным ритмом. Все мы куда-то спешим: на учебу, на работу, на встречу с друзьями. Иногда усталость достигает космических масштабов, и уже совершенно не остается сил на отдых. Вот я уверена, что я бы была главным штрафником, потому что я все время куда-то бегу, все время, куда-то спешу, лечу. Но это, тем не менее, слава богу, не отражается на вождении автомашины, то есть штрафов у меня нет именно в этой стезе, зато вот, видимо, за спешку точно были бы. Ну, есть такое выражение «поспеши, не спеша», да, то есть все как-то так, вроде как и спешишь, вроде как и не спешишь, но мы желаем нашим зрителям сегодня все успеть. Ну, а поможет нам в этом также подборка самых актуальных новостей к этому часу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Сотрудникам хотят разрешить в добровольном порядке по согласованию с работодателем переходить на дистанционную работу во время болезни. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что если сотрудник готов дистанционно продолжить выполнение служебных обязанностей, ему необходимо дать такое право. Но это должно быть сделано по его желанию и добровольно, по согласованию с работодателем и без ущерба здоровью. Это позволит сотрудникам не терять в зарплате, а предприятию сохранить боевую единицу и производственный темп.
Ежегодно на территории 202-го микрорайона города Якутска открывается излюбленное место отдыха для детей и взрослых – ледовый городок. Инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактику с населением и работниками городка. Напомню, что на территории республики проходит месячник безопасности людей на водных объектах и акция «Безопасный лед». Специалисты МЧС России рассказывают об опасных участках и правилах безопасности во время отдыха на льду. Всего с начала зимнего периода инспекторами ГИМС проведено свыше 1000 рейдов и патрулирований, проинструктировав более 3000 граждан. В целях безопасности на водных объектах ежедневно проводим выезды по водным объектам. Это в данный момент является ледовый городок, который находится на 202-м микрорайоне. В целях нашей безопасности особенное внимание проявляем и уделяем детям о травматизме и провалах на водных объектах. Также проводим беседы с населением, это с гостями столицы и также с горожанами нашей республики. В торговых рядах Кружала прошла благотворительная акция «Вместе Береги-Бит». На ярмарке свою продукцию представили общественные организации, представители землячеств и волонтеры. Также на площадке работали мастер-классы. Денежные средства, собранные в период акции от населения, и выручка от продаж будут направлены в поддержку участников СВО. Сегодня в рамках акции, вот то, что здесь устраивается, мы пишем письма защитникам Родины. Но это, конечно же, приурочено ко Дню защитника Отечества перво-наперво. А также понимаем, что ничто так не разрешает обстановку как на фронте, как письмо солдату. Поэтому наши студенты пишут все письма, и они будут отправлены солдатам, которые находятся сейчас на передовой на специальной военной операции. 6 ярких поединков по смешанным единоборствам провели в рамках турнира «Амма-Арена». Серию Нордлиги впервые организовали в Амгинском Улусе. Соревнования состоялись на высоком уровне с полным залом болельщиков. В профессиональном поединке с 2 раундами по 5 минут Петр Уваров из Амги сумел одолеть единогласным решением судей представителя Горного Улуса Вахида Гадимова. Сложным выдался бой у звезды Хапсагая Лариона Андреева из Мирного. Его соперником был опытный Иван Травников из Благовещенска. Противник якутского борца оказался более сильным физически, несколько раз сумел ускользнуть из портера и навязать свою борьбу. Но все же Ларион Андреев смог в этой встрече одержать победу в первом раунде техническим нокаутом. Уличный баскетбол – хобби сотрудников горно-обогатительных комбинатов. В удачном Айхале команды приняли участие в соревнованиях по стритболу. Состязания прошли в рамках спартакиады трудовых коллективов. В удачном сильнейшей среди мужчин стала сборная малых цехов. Среди женщин первое место забрала сборная КСК и СБО. В Айхале из мужских команд победили сотрудники АТТ-1. Первое место заняла женская сборная АТТ. Победители получили умные колонки, дорожные утюги, наборы полотенец и инструментов. Слушай, вот возникает вопрос, смотри, утро – это нечто магическое, ну, вообще говорят, это магическое время дня. Утренний кофе, утренний променад, там, утренняя энергетика. Даже зарядка, она тоже почему-то всегда ассоциируется с словом «утренняя». Вот зарядки, кстати, это самый большой вопрос. А почему не вечерние? Ну, вообще есть 10 полезных причин, почему нужно делать зарядку именно утром. Ну, во-первых, там меньше отвлекающих факторов. Я бы не сказала, бегущие дети, собирающие в школу, очень отвлекающий Это еще фактор. раньше, до того, как дети проснулись. То есть нужно, вот как советуют итальянцы, просыпаться пораньше. Хорошо. Вот, а если дело летом, то не так жарко с утра, да, Согласна. прохладно. В-третьих, это выбор более здоровой пищи. У тебя больше энергии с утра, лучшая концентрация, лучшее настроение, что-то еще тебя никто не успел расстроить, да, в течение дня. Ну, да. Повышение общей активности, контроль уровня глюкозы в крови, контроль артериального давления, ну и, конечно, это улучшение сна. В общем, меня Главное, точно пораньше убедили. ложиться спать. Да, мне нужно ложиться пораньше, вставать пораньше. Ну а прямо сейчас, пока еще подумаю, что мне нужно сделать, давайте делать зарядку. Всем доброе утро, давайте начнем этот день энергично. Поехали, первое упражнение у нас. Мы становимся в планку, ноги чуть шире плеч, таз, прогибаемся, смотрим в потолок. Далее таз поднимаем, делаем выдох, опустились и выдох. Еще немного. Раз, два, три, 4 и 5. Закончили. Далее у нас идет упражнение вертикальные ножницы. То есть правая ножка вперед, правая ручка вверх. И на выдохе. Выдох,
выдох. Поехали. Поднимаем наш пульс, просыпаемся. Выдох, выдох. Еще немного. И закончили. Далее у нас идет упражнение скалолаз. Мы опускаемся в положении планки. Одна ножка у нас прямая, вторая у нас на уровне груди. Поехали. Выдох, выдох. Прыгаем на носочках. Еще немного. Закончили. Далее идет упражнение на пресс. Первое упражнение у нас называется свечка. Мы ложимся на коврик, руки у нас под поясницей, ножки выпрямили. И на выдохе мы поднимаем наши ножки к потолку. Таз отрываем. Выдох. Выдох. И еще немного. 3, 4. Закончили. И последнее упражнение у нас также на пресс. Мы поднимаем наши ноги на 45 градусов. Подняли. Опускаем. Еще немного. 2, 3, 4 и 5. Закончили. Поднимаемся. Всем хорошего дня и отличного настроения. Наблюдаю за тренером, который ведет зарядку, за окружающими, начала замечать, что если верить звездам, нумерологии и так далее, правда, люди вот похожи на свои писания. Тебе так не кажется? Нет, ну в целом могу согласиться. То есть я, например, если открываю общий такой гороскоп, там, именно по моему знаку зодиака, то очень много похожего. Вот, а у тебя как? Ну, я должна сказать, что тоже наблюдаю какие-то общие сходства. Ну, знаешь, главное верить, мне кажется. Вот если ты веришь, что это твое, это сбудется, это обязательно будет так. Знаешь, что недавно прочитала? Прочитала, что чтобы стать счастливым, нужно завести животное, год которого ты родился. Я так сижу и думаю, я не помню, вот как по календарю, но вот я родилась в год дракона. Так я думаю, интересно, где же мне его взять? Ящерицу, что ли, завести? Да, я представляю себя с обезьяной. Ну, а если вы тоже верите в гороскопы, верите, что от этого зависит ваше будущее, и именно так планируете будущую неделю, то мы рады вам помочь. И прямо сейчас расскажем, что же советуют звезды. На этой неделе овны будут чувствовать себя энергичными и уверенными в своих силах. Не забывайте о своих планах и целях, чтобы не сбиться с пути. Также не стоит забывать о своих близких и друзьях, которые всегда готовы вас поддержать. Тельцам на этой неделе предстоит столкнуться с некоторыми препятствиями на пути к достижению своих целей. Вы сможете преодолеть все трудности благодаря своей настойчивости и упорству. Не забывайте об отдыхе и заботе о своем здоровье. У близнецов эта неделя будет наполнена новыми возможностями и перспективами. Вы сможете реализовать свои планы и достичь новых высот в карьере. Будьте осторожны и не спешите принимать решения, которые могут привести к негативным последствиям. У раков будет много энергии и желания действовать. Вам также нужно быть осторожными и не забывать о своих личных границах. Постарайтесь сохранять баланс между работой и личной жизнью. Львам придется столкнуться с некоторыми изменениями в вашей жизни. Но не бойтесь, эти изменения могут привести к новым возможностям и опыту. Будьте открыты для новых идей и не стесняйтесь задавать вопросы. Дев может ожидать много неожиданных событий. Будьте готовы к тому, что жизнь может измениться в любой момент. Не бойтесь рисковать и пробовать что-то новое. Главное, не забывайте о своей цели и продолжайте двигаться вперед. Весы на этой неделе могут столкнуться с некоторыми проблемами в отношениях с близкими людьми. Старайтесь сохранять спокойствие и не принимать все близко к сердцу. Помните, что все проблемы решаемы, и вы сможете найти выход из любой ситуации. Скорпионы могут достичь новых высот в своей карьере. Не бойтесь проявлять инициативу и предлагать новшества. Ваши усилия будут вознаграждены, и вы получите признание своих достижений. У стрельцов эта неделя может быть наполнена неожиданными поворотами событий. Постарайтесь быть готовыми ко всему и не теряйте самообладание. Не забывайте, что вы можете справиться со всеми трудностями, если будете действовать решительно и уверенно.
У козерогов могут возникнуть некоторые проблемы в личной жизни. Не отчаивайтесь и не опускайте руки. Обратитесь за помощью к близким людям или профессиональным консультантам. Вместе вы сможете преодолеть любые трудности. Водолеи почувствуют прилив энергии и желание действовать. Но не забывайте, что важно не только достигать целей, но и отдыхать и заботиться о своем здоровье. Не перегружайте себя работой и найдите время для занятий спортом или хобби. Ну а рыбы столкнутся с некоторыми препятствиями в своей работе. Но не отчаивайтесь, вы сможете справиться с любыми трудностями. Главное, верьте в себя и продолжайте работать над своими целями. Ну, судя по гороскопу, у меня какие-то ждут очень резкие движения в течение этой недели. Ну, я считаю, что гороскоп — это, конечно, прекрасно, но главное, чтобы вы были настроены на что-то хорошее. Поэтому, если прогноз не очень вас устроит, закрываем этот гороскоп, открываем другой. То есть разные, да, можно гороскопы? Да, можно разные гороскопы полистать и найти тот, что вам я нравится. так делаю иногда, ну, когда бывает, просыпаешься, вот запомнил, что что-то приснилось. Ну, это интересно же узнать. Открываешь сонник, если там что-то не так написано, читаешь другой сонник. Ну, я же говорю, Да, надо совет. подходить философски ко всему. Ну, а другие проблемы надо, конечно, решать более основательно. Вот, мне кажется, основной проблемой, в том числе в нашем регионе, является проблема ЖКХ. Это просто чудовищно. Если вы живете, конечно, в частном доме, вам повезло, а вы решаете эти проблемы сами, ну, относительно повезло. А если вы живете в многоквартирном доме, то помимо выстраивания хороших отношений с соседями, которые тебя топят периодически, нужно еще выстраивать отношения с управляющей компанией. Да. И как правильно это делать, как можно и нужно взаимодействовать с управляющей компанией, нам расскажет наш юрист Дмитрий Дмитриев. Доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим о том, какие права вы имеете в отношениях с управляющей компанией. Управляющая компания является одним из способов управления многоквартирным домом. В ее обязанности входит содержание общедомового имущества в надлежащем состоянии, уборка и ремонт лестничных площадок, подъездов, чердаков, уборка придомовой территории, ремонт водопровода, откачка талых вод, луж, очистка крыш от снега и наледи. Кроме того, управляющая компания выступает посредником между собственниками квартир и поставщиками коммунальных услуг. Именно она собирает с жильцов оплату и следит за бесперебойной работой всех коммунальных систем. Если в работе управляющей компании наблюдаются какие-либо недостатки, например, она не реагирует на ваши обращения и жалобы, либо, по вашему мнению, идет неверное начисление коммунальных платежей, то следует помнить, что всегда имеются контрольные и надзорные органы. Так, вы всегда имеете право обратиться с заявлением о проведении проверки в органы прокуратуры, Роспотребнадзора и в управление государственного жилищного надзора. Ведь именно этот орган выдает лицензии на управление домом и уполномочен ее отозвать в случае грубых нарушений лицензионных требований. По вашему обращению вышеупомянутые органы обязаны будут провести проверку и в случае обнаружения нарушений внести соответствующее предписание о необходимости их устранения. За невыполнение предписания на управляющую компанию может быть наложен административный штраф. Также следует помнить о судебном способе защиты ваших прав, который зачастую остается на стороне потребителя. При этом важно знать, что согласно Жилищному кодексу России, собственники квартир всегда имеют право сменить управляющую компанию на другую. Для этого потребуется организовать общедомовое собрание жильцов, поставить в повестку дня вопрос о смене управляющей компании, составить соответствующий протокол и подписать его. Управляющая компания будет обязана принять во внимание решение жильцов и передать управление домом вновь избранной компании. Знайте свои права, отстаивайте их и хорошего дня. До свидания. 27 февраля откроется 21-я межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия Севера. Энергетика ЖКХ». А 28-29 февраля на площадке креативного кластера «Квартал труда» стартует «Декада архитектуры и дизайна 2024». Креативный кластер «Квартал труда» станет единым пространством для профессиональной коммуникации и вовлечения власти, профессионального и экспертного сообщества, жителей Якутска и республики в дискуссии о развитии городов и сел. Ключевым фокусом деловой программы станет панельная сессия «Взгляд в будущее». И сегодня у нас в гостях руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия Любовь Попок.
Любовь Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Расскажите, пожалуйста, что же это будет за событие, что мы можем увидеть как горожане, кто будет выступать? Да, как вы уже сказали, это все будет Якутский архитектурно-строительный фестиваль, форум 2024 года. 27-го состоится выставка, а уже 28-29 на квартале труда мы проведем деловые дискуссии, проведем выставки, будут мастер-классы и, соответственно, лекции. И, конечно же, у нас будет такой фокус именно на панельной дискуссии «Взгляд в будущее». Кто будет принимать в дискуссиях участие? То есть может ли это быть человек со стороны, могут ли принять горожане, или есть ли какой-то ценз возрастной для участников? Да, конечно. Вообще такие мероприятия мы проводим для того, чтобы привлекать максимальное количество жителей, профессиональных сообществ, органов местного самоуправления, органов государственной власти, экспертов. Это очень важно, потому что как раз на таких площадках возможно высказать свое мнение и даже какую-то решить проблему. А будут ли какие-то либо приглашенные спикеры? Да, конечно. Ну, конечно же, мы пригласим своих коллег и друзей из Татарстана, из Республики Татарстан, именно в направлении комфортной городской среды. Конечно же, будут у нас поставщики. Я уже говорила, что там будут выставки, и там будут поставщики именно в части комфортной городской среды, по фасадам, по освещению из разных регионов. Мы уже не первый год работаем, список у нас расширяется. Также будут эксперты, то есть тот, кто интересуется архитектурой, проектированием, вообще градостроительством, могут туда прийти и послушать лекции. Можем увидеть мастер-классы, также и воркшопы. Расскажите подробнее о мастер-классах. Они для кого рассчитаны? То есть это может быть подростки, дети, школьники, студенты или это взрослые? Будут разные мастер-классы, и, конечно же, вот, например, просто обычный гражданин может прийти. Я уже говорила, что в рамках как раз этого форума у нас 28-29 будет декада архитектуры и дизайна. Мы объединились с дизайнерами, и вот как раз дизайнеры проведут выставку и мастер-классы по интерьерному дизайну. И горожане, любой человек желающий может прийти и пообщаться и получить консультацию по интерьеру своих квартир либо дома. Ну, то есть можно подчеркнуть что-то Да, такое конечно, на бытовом уровне. конечно. Очень интересно. Но вот если касаться мастер-планов, да, то нельзя, о городской среде, да, то нужно, конечно, коснуться мастер-планов. Вот есть такой проект Тикси Найба, да? Вы можете рассказать поподробнее об этом? Да, это очень важный для нас проект. Я напомню, что это было поручение президента Российской Федерации, где у нас Тикси Найба вошли в опорные пункты. И в настоящее время заключен уже контракт при поддержке Дом РФ и правительства Республики Саха-Якутия совместно утвержден уже, подписан контракт. И как раз вот 28 и 29 наши проектировщики Сибирской лаборатории урбанистики, так же как эксперты, приедут и начнут уже работу по разработке. И как раз вот в рамках дискуссии у нас пройдет панельная сессия по разработке мастер-плана Тикси Найба, где мы соберем органы государственной власти, экспертов, и также могут горожане и граждане поучаствовать. Хотел бы сказать, что комфортная городская среда вот меня коснулась лично. Есть же программа по дворам, да? Да, конечно, да. То есть, сначала, конечно, было неприятно, меня заставили вывести из мой гараж. Это необходимость. Да. Но потом я был удивлен, сказали, что вот в течение года сделают, в течение даже, я бы сказал, лета и к осени я увидел, то есть у нас в нашем дворе, в соседнем дворе и между нашими двумя дворами еще поставили такую спортивную площадку, которая закрывается, очень все симпатично, красиво. И, главное, 2 детские шикарные площадки тоже установили. Обратите внимание, как раз вот такие проекты, как «1000 дворов», сейчас это называется «Дворы на Дальнем Востоке», также комфортная городская среда позволяет гражданам, сельчанам, у нас даже села есть, которые участвуют, именно принимать соучастие и в выборе территорий, в выборе вообще функционала этих территорий. Это как раз та программа, которая помогает гражданам высказывать свое мнение. И вот как раз
в этом году у нас весной состоится всероссийское голосование, и у людей есть такая возможность выбрать свою территорию, то есть высказать свое мнение, какую бы территорию он хотел бы благоустроить. Пройдет он по всей России и будет длиться до конца апреля месяца, поэтому всех горожан, сельчан, ну и вообще всех прошу жителей Республики Саха-Якутия поучаствовать в этом мероприятии. Давайте упомянем, как они могут поучаствовать. Я знаю, что в госуслугах, да, можно поучаствовать. Да, конечно. У нас будут работать волонтеры на каждых территориях. Определено на сегодня 31 территория, где будет проходить голосование. Тут тоже, конечно, каждый населенный пункт принимает участие самостоятельно, проводить голосование или нет. Но это такая возможность как раз услышать мнение своих жителей. И, соответственно, старт будет где-то с 1 марта, мы пока ожидаем. Как только старт начнется, каждый человек, начнут работать волонтеры, и каждый человек в услугах увидит такое сообщение. Ну и, конечно, основное мы ждем именно, когда выборы будут, тогда будет у нас. Ну, то есть не игнорировать, а активно принять участие, позволит, может быть, сделать ремонт именно вашей спортивной площадке. Конечно. Вы же видите, как преображается. Это реально. Это здорово. Но какие дальнейшие планы? То есть вот форум пройдет, мы знаем, что у вас ряд мероприятий рассчитаны практически на весь год. Но на самом деле у нас вообще какая-то юбилейная дата получилась. Вот как раз в рамках форума, в рамках архитектуры и дизайна форума у нас празднует юбилей наш Союз архитекторов, 60-летний юбилей. Также Центр компетенции, благодаря которому мы совместно работаем и реализуются всероссийские конкурсы, комфортная городская среда, 1000 дворов, тоже праздновали 5-летие. Управление архитектуры, кстати, тоже праздновало 5-летие. Поэтому такая юбилейная дата, и вот она нас собрала, всех объединила. И мы надеемся, что в конце года мы, наверное, анонсируем уже на самом фестивале, состоится премия ЭГЭ, где мы можем как раз отметить те проекты, те реализованные объекты, которые были реализованы в рамках национальных проектов, ну и в целом в любом направлении, социальном, жилищном, там мы отметим. Здорово, ну очень интересно, я уверена, будет поучаствовать. Надеюсь, наши горожане примут активное участие и в выборе своего будущего благоустройства, и в том числе воспользуются мастер-классами. Да, конечно, поэтому позвольте мне, я воспользуюсь моментом. Конечно. Я всех зову на наш форум архитектуры и дизайна. Даже если вы не увлекаетесь архитектурой или дизайном, либо градостроительством, мы вас все равно ждем, потому что мы хотим услышать ваше мнение, мы хотим услышать мнение именно о том, как развиваются наши города и села республики. Спасибо, до новых встреч с новостями. Спасибо. И вам спасибо. Друзья, ну а мы продолжаем. Кстати, мы не зря, да, даже, получается, случайно мы затронули тему Тикси, да, но в продолжении, вот еще хотелось бы отметить, что все популярнее среди наших зрителей становится наша совместная с Национальным центром аудиовизуального наследия республики рубрика. Но она уникальна, да, можно увидеть кадры, которые мы 10, и 20, и 50 лет. Да, абсолютно верно. Ну и вот сейчас мы предлагаем вашему вниманию и отправиться вместе с нами на десятки лет назад. На севере Якутии мы знаем, что находится огромный, большой, внушительный по меркам севера поселок Тикси. Это 4-й северный населенный пункт России. А до революции в ранние советские годы здесь не было постоянных населенных пунктов. История развития поселка Тикси началась в 1932 году со строительства полярной станции. Годом позже здесь было основано поселение, как одним из портов строящегося Севморпути. Об истории развития Тикси и о первых зимовщиках Арктики в фильме «Бухта Тикси» расскажет наша рубрика «История в кадрах». Здравствуйте! Национальный центр аудиовизуального наследия продолжает рассказывать вам об уникальных архивных кадрах. Среди 40 тысяч видеоматериалов есть настоящие самородки. Например, фильм под названием «Бухта Тикси». Но вначале немного истории. Постоянное представительство ЯССР при ВЦИК настойчиво продолжало ставить вопрос об открытии корпункта в Якутске. В апреле 1937 года в Якутске наконец-то открывается долгожданный кинокорреспондентский пункт Иркутской кинохроники. Корреспондентом был тогда назначен Константин Широнин. Это был выпускник ВГИКа, который очень плодотворно работал в Якутии. Что будет интересно зрителю? Какую тему осветить?
куда выехать, куда поехать. Это были главные вопросы, которые возникали во время планерок в новом корпункте. Наконец, съемочная группа решила начать свой творческий путь с интересной, но с очень трудной темы – с Арктики. Кипела жизнь тогда на Крайнем Севере. Было о чем рассказать и что показать советскому зрителю. Большую поддержку корпункту тогда оказало Якутское территориальное управление Северного морского пути. На тот момент это предприятие выполняло комплексное освоение северных районов республики. В его распоряжении находились гидросамолеты, флот, автомобильный транспорт. Предприятие доставляло грузы для севера, полярных станций, угольных и золотых шахт. Для съемочной бригады совместная работа с крупным предприятием дала огромную перспективу. Съемки велись с самолетов, на ледоколах. Первоначально предполагалось снять фильм с географическим уклоном. Однако по мере поступления и пополнения материала замысел фильма, сценарий изменился, сконцентрировав интерес к строительству нового порта Северного морского пути в бухте Тикси. Лена очищается ото льда. Партизан Щетинкин рассекает холодную воду. На мостике стоит капитан Богатырев. Сотни тысяч тонн грузов ежегодно отправлялись в Тикси в те далекие 30-е годы. А на этих кадрах на 15-й день отплытия начальник Земцов благополучно вводит караван в бухту. Всего за 4 года на этих когда-то пустых берегах вырос целый поселок Тикси. Поселок зимовщиков Арктики. А это полярная радиостанция, которая была смонтирована и введена в эксплуатацию в 1936 году. Находясь далеко от дома, от своих родных на Крайнем Севере, зимовщики не чувствовали себя оторванными от большой земли. Здесь кипела своя особая, но очень интересная жизнь. Очень многие из этих людей потом навсегда связали себя и свою жизнь с Арктикой. Например, радист Колобородов остался в Тикси на 3-ю зимовку. И таких людей здесь было очень много. Каждый был в пределе. Метеорологи Жирков и Заблоцкий ежедневно вели свои наблюдения за погодой, а агроном Караждев через 2 года упорного труда доказал возможность выращивания овощей в непростых северных условиях. Зимовщики всегда имели свежие овощи, свежее мясо от своих подсобных хозяйств. Об этом свидетельствуют эти исторические кадры. И это добрая улыбка на лице повара, который получает из тепличного огорода свежие огурцы, брюкву, цветную капусту и помидоры. А вскоре в Тикси появился свой первый родильный дом. У метеоролога Нины Плешаковой родился первенец, дочка Людмила. На этих кадрах судоремонтные заводы готовятся к приходу грузов, к приходу новых караванов, идущих из Мурманска. Каждый день зимовщики приходили к этой доске, чтобы посмотреть, далеко ли морские караваны. А караваны, затерянные во льдах, находились в 4 днях пути от Тикси. Так мощные ледоколы шаг за шагом осваивали море у льдов. Путь свободен, льды пройдены. Сохранившийся фильм «Бухта Тикси» – это уникальный исторический видеодокумент. Наша задача – бережно сохранить и донести до зрителя эти бесценные моменты. Это была рубрика «История в кадрах». Путешествуйте во времени вместе с нами. Это интересно. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения, начинайте вместе с нами. Кстати, напоминаем, что вы всегда можете поделиться с нами своими новостями, отправляйте их на наш электронный адрес. Ну а мы с вами на связи в телеграм-канале. Подписывайтесь, переходите и будьте в курсе всех событий. Кстати, о событиях. Вот в последнее время стала замечать, что очень интересно читать интересные, тавтология, интересные факты, да. Что заглянешь, там рассказывают, оказывается, там вокруг нас целая вселенная, что там на одном телефоне у меня там миллиард микробов. Кстати, да, я слышал, что, например, экран сотового телефона, он гораздо опаснее, чем, простят меня зрители, ободок унитаза, грубо говоря. Ужас какой. Серьезно. Ну, я начинаю думать после этого, что, по-моему, нам не только руки надо мыть. Так пришел, не только руки помыл, одежду поменял, ну, побежал сразу телефон, протер антисептиком. Конечно, и главное не смотреть в микроскоп, да, на экран своего телефона. Но вообще, все, когда вот ты меня напугал. Да, микроскоп, когда придумали, ну не придумали, изобрели, ученые в первую очередь увидели, что именно вот братьев наших наименьших, да, то есть микробов. А оказывается, есть такой тоже интересный факт, что вот они, ну вот, а как их назвать? И ученые обратились за помощью к филологу и философу Эмилю Литре.
То есть ученые увидели это, но не знали, как назвать, обратились к умному человеку, да, который не связан с биологией, да? Изобрети нам название. Да, смотри, вот эти штучки, они очень маленькие, вот придумаем название. А он говорит, значит, вот давайте придумаем ему название микроб. Микроб. И это соединение двух слов греческих. Первое слово это микрос, малый, а второе биос, жизнь. Вот так вот это случилось все в этот день, именно 26 февраля в 1878 году. Ну вот теперь мы с вами знаем, что, оказывается, сегодня можно отпраздновать день названия микроорганизмов, которые живут вокруг нас. Но какие еще интересные даты и события сегодня узнаем прямо сейчас. На календаре 26 февраля. В этот день отмечается Всемирный день неторопливости. По народному календарю Мартинианов день. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой. День в истории. В 1712 году основан Тульский оружейный завод. В 1878 году в науке введен термин «микроб». В 1935 году проведены первые испытания радара. В 1936 году выпущен первый народный автомобиль Volkswagen. В 2001 году в Афганистане были уничтожены две колоссальные каменные статуи Будды. В этот день родились Виктор Гюго, французский писатель-романтик; Надежда Крупская, русская революционерка, советский партийный деятель; Гавриил Шульц, советский художник и скульптор, искусствовед; Александр Проханов, советский и российский политический деятель, писатель, публицист; Евгений Жариков, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР; Гаврил Филиппов, литературный критик, доктор филологических наук, почетный гражданин Вилюйского района. Именины сегодня отмечают Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей. Иногда очень хочется изобрести машину времени, потому что мы все время заказываем прошлое и смотрим, кто герой прошлого, да, кто родился в этот день, да, какие были важные события, а хочется заглянуть на десятилетия или на 2 десятилетия вперед и узнать, кто же станет героями будущего. Правда? Да, да, мне бы хотя бы на 10 дней вперед поглядеть, посмотреть. Ну да, кстати. Да. Ну, это помимо того, что, помнишь, как «Машина времени» же было в кинофильме, когда он возвращался назад и выигрывал там лотереи, предсказания это вообще мечта с детства, да. Ну, мы на самом деле сегодня хотим поговорить о другом. Мы хотим поговорить о маленьких героях, которые в будущем наверняка станут великими людьми. То есть первоклассница из Севастополя помогает бездомным животным на средства от продажи самодельных украшений. Представляете, какой прекрасный человек растет и наверняка будет чудесным политическим деятелем, может быть, врачом, ну, кем-то еще. 7-летняя школьница из Севастополя Амелия Коптякова продает самодельные украшения на маркетплейсе, а на вырученные деньги покупает не игрушки, а корм для бездомных собак. На кадрах девочка создает декорированные пайетками серьги, сушит их в ультрафиолетовой лампе, полирует и фотографирует, чтобы выставить объявление на сайт. Также Амелия идет за кормом в зоомагазин, а затем угощает дворняк. По словам матери Лидии Коптяковой, дочь захотела помогать животным после знакомства с волонтером Елизаветой Печенько, которая 16 лет занимается поиском хозяев для беспризорных собак и кошек. По рассказам Лизы, Лиза – это волонтер, которая занимается уже 16 лет этим. Истории, как она спасла животных, как устроила животных, бездомных животных в семьи. Ее очень впечатлили, и Амелишка мне сказала: «Мама, я хочу корм купить животным». Я говорю: шутя, честно, заработай. В итоге она говорит: как? Я говорю: ну подумай. Она говорит: я буду выставлять свои колечки на продажу. Я говорю: окей, выставь, пожалуйста, на Авито. Родные поддержали идею девочки и помогли разместить первое объявление о продаже украшений на маркетплейсе с пометкой, что выручка пойдет на благотворительность. Затем Елизавета разместила публикацию на странице зоозащитной организации, и вскоре Амели стала получать заказы. За 2 недели школьница смогла заработать на первый мешок корма, а затем решила не останавливаться. Кроме того, Амели вместе с зооволонтерами ходит в ветклинику и дарит свою любовь пушистым пациентам.
Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем, и вот действительно девочка большая молодец, но мы хотели бы продолжить такую вот приятную историю. Вот судьбе следующего нашего героя могут позавидовать даже вот некоторые люди. Как думаешь, почему? Ну, это сложно сказать. Вообще, мне кажется, некоторые животные, у которых очень такие хорошие хозяева, их судьбе можно позавидовать. Я иногда смотрю на кошек, которые лежат там на лежанках, чуть ли не в рюшечках. Думаешь, боже, я бы тоже не хотела пару дней, ну, конечно, не всю жизнь, но пару дней полежать, да. Абсолютно верно. Но вот у нашего следующего, давайте откроем завесу тайны, это будет кот, да. У него жизнь какая? Его кормят, он постоянно лежит. Ну, не постоянно, вот это уже... лежит и смотрит в окно. В окно, где проплывает практически весь мир. Меняются города, времена года. В общем, не жизнь, а замечательное путешествие. Да, и действительно, это кот-дальнобойщик по имени Кокос. Это новая звезда интернета. Он уже 2 года путешествует по России со своим хозяином, и у них очень трогательная история дружбы. Давайте посмотрим прямо сейчас. Мы сами с Липецка. Вот путешествуем, уже где-то 2 года работаем с напарником с моим, его зовут Кокос. Нашел я его на Урале, в горах, с тех пор мы с ним неразлучны, всегда вместе. Мы за год этот уже много объездили. Урал весь, Новосибирск, Сургут, Краснодарский край объездили, Московскую область тоже. На коротышах работали. В общем, очень много уже где побывал. Он любит путешествовать, любит гулять, любит людей. Он умный у нас, он если лежит на спалке, то есть я сижу за рулем, я постучу вот так по плечу, он сразу приходит, садится на плечо, лапами опирается, начинает облизывать. То есть он очень смышленый кот у нас. В основном, когда мы стоим, вот его наблюдательная позиция, он ходит, наблюдает, все высматривает. Это только одна из любимых его позиций для наблюдения. До этого на Ману ездили, он на зеркало вылазил еще иногда. В какой-то момент, когда вот был кадр, где кот стоит за рулем, я думал, он водит вместо водителя, иногда подменяет как сменщик. Ну, супер, здорово. И на самом деле повезло коту, и с хозяином повезло, и в путешествиях повезло, потому что это чудесно, когда можно посмотреть родину, поездить по разным городам, и не каждый, правда, из людей может себе такое позволить. Да, абсолютно верно. Ну, вот такая вот замечательная, теплая история. Ну, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередную подборку новостей. Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Строительство нового моста через реку Куйдусун в Эмиконском Улусе начнется в ближайшие дни. Стоимость строительства моста более 700 миллионов рублей. Бюджетные средства на данную работу предусмотрены из Республиканского дорожного фонда. Заключен контракт по строительству мостового перехода через реку Куйдусун с компанией «Строймост». По информации подрядчика, конструкция моста закуплена, строительные материалы на месте. Буровая техника находится в пути. Таким образом, долгожданная строительная работа начнется в эти дни, сообщил министр транспорта республики Владимир Сивцев. Многоквартирный жилой дом возле Храмового сквера в Мирном готов на 93%. Строители планируют сдать объект в марте. Об этом мэр Алексей Тонких доложил главе республики во время его рабочего визита. В 9-этажку переселят жителей 92 аварийных квартир. Айсан Николаев поручил ускорить темп работы и увеличить число рабочих на объекте, чтобы новоселы вовремя получили ключи. В Мирнинском районе по республиканской адресной программе в рамках президентского нацпроекта с 2019 года жилищные условия улучшили 405 семей. До сентября 2025 года переезд ждет еще 81 семью. Увеличение количества уроков истории для 5-8 классов не создаст дополнительной нагрузки на школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Ранее ведомство разработало проект приказа, которым предлагается увеличить число уроков истории для 5-8 классов с 2 до 3 в неделю. Сейчас, согласно действующей федеральной программе, в 5-9 классах на историю должно отводиться 340 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. Предполагается увеличить их количество до 476 в 5-8 классах по 3 часа в неделю, в 9 классе по 2 часа в неделю. Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия приказа изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады. Такое мнение высказала член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Она отметила, что сейчас основной акцент делается на книги и школьный возраст. При этом депутат отметила, что родители вольны покупать такие игрушки, какие они хотят. Бутина напомнила, что по закону в России проводится психологическая и педагогическая экспертиза детских товаров. В Якутске завершилось первенство республики по мини-футболу среди команд второй лиги. Впервые в истории футбола Якутии сборная Чурапчинского улуса стала победителем первенства по мини-футболу. За медали боролись 17 команд. В финальном матче чурапчинцы победили со счетом 3-1 сборную Хангаласского улуса. Бронзовые медали первенства у команды из Алекминского улуса. Финалисты будут повышены на дивизион и получат право принимать участие в матчах первой лиги в следующем году. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем делиться хорошими новостями. Государственный академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина 1, 2 и 3 марта выпускает премьеру драму «Маскарад» Михаила Лермонтова. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Владимир Гранов, город Вологда. Для Владимира Витальевича это первое сотрудничество с Русским театром Якутска. Для Русского театра это особенная постановка, ведь ровно 50 лет назад, в 1974 году, в театре уже выпускали «Маскарад». Тогда в главных ролях блистали будущие народные артисты РСФСР Валентин Антонов и Нина Константинова. В роли Нины дебютировала будущая народная артистка Якутии Александра Антюхова. Сегодня у нас в гостях исполнитель главной роли Евгения Арбенина, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Илья Данилевский и режиссер спектакля «Маскарад» Владимир Гранов. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Премьера «Маскарад» состоится уже вот-вот, 1, 2 и 3 марта. В чем будет особенность этого спектакля или, можно так сказать, изюминка? Вы знаете, трудно сказать, в чем будет изюминка на торте или вишенка на торте в этом спектакле, но нам бы хотелось сделать, чтобы спектакль был искренний и по той проблеме, о которой я его как раз и ставлю, этот спектакль, потому что проблема человеческой гордыни, человеческого эго, которое может убить другого человека, она во все времена была, есть и будет, потому что мы люди, мы все разные, и вот меня вот эта тема очень сильно волновала. Не мистика, которой у Лермонтова очень много, там даже имена, фамилии, они все связаны с какими-то вот мистическими историями. Я это все убрал и оставил только вот то человеческое, которое присуще и близко и понятно нам. Сложно было вообще вжиться в роль? Сложно до сих пор. Я, наверное, даже не знаю, сколько времени понадобится для того, чтобы полноценно уже комфортно чувствовать себя в этом образе. Но так закалялась сталь, мне кажется, и для артиста это огромная удача и невероятное счастье попробовать себя именно в такой роли. Ну, действительно, надо отметить, что в 1974 году, да, главную мужскую роль, да, Евгения Арбенина играл будущий народный артист Валентин Дмитриевич Антонов. Да, ему даже поставлен памятник. Вот накладывает ли это какую-то толику ответственности? Ну, несомненно, конечно, мы всегда оглядываемся и берем пример с тех великих артистов, с которыми еще и повезло поработать на одной сцене. Поэтому Валентин Дмитриевич, он ведь не только народный артист, он еще и мой педагог. И, конечно, когда ты выходишь на подмостки, служишь театру и понимаешь, что когда-то, 50 лет назад, именно здесь, вот на этой сцене, твой педагог также блистал, надеюсь, в этой роли, то, по крайней мере, не сделать хуже. Есть такие мысли. Но и радость, счастье от того, что история, она повторяется, и такие пьесы, как пьеса «Маскарад», они по-прежнему ставятся. Но я так понимаю, разительно будет отличаться, да, если кто-то довелось кому-то увидеть? Ну, я думаю, что да, потому что, вы понимаете, нельзя делать, как вам сказать, клише какие-то, похожие спектакли, потому что каждый режиссер, берясь за какую-то постановку, он все равно свое кино какое-то снимает. Зачем дубль делать? Маскарадов-то на самом деле очень много поставлено было на протяжении всей истории развития этой пьесы. И они все очень разные. Есть киевский маскарад, который был поставлен в начале 2000-х годов, по-моему. Там вообще мистика полная. Есть маскарад Туминаса в Вахтанговском театре. Есть вот этот фильм гениальный с Мордвиновым. И даже потом говорили, что вот
в стране больше нет такого артиста, который мог бы с таким темпераментом, с такой вообще эмоциональной отдачей сыграть Арбенина. А нет, артисты есть, и есть разные трактовки просто, понимаете, есть что-то такое, о чем хочет режиссер разговаривать со зрителем. И это откладывает, конечно, и это откладывает уже отпечаток на всю постановку, на все вот это кино, которое он снимает на сцене театра. Вообще было бы странно, если бы режиссеры по всей стране копировали бы, да, ставили конечно, один и тот да. же спектакль. А если говорить вообще о пьесе, то она же с большим трудом появилась на сцене, ее могло бы и не быть. И впервые ее прямо-таки допустили чуть ли не спустя 30 лет после написания. И при жизни Лермонтова он прямо чуть ли не каждый день добивался постановки, ее постоянно отменяли и не допускали. И поэтому, если вы хотите вот почитать и понять вообще, насколько эта пьеса важна была для Лермонтова, то там огромные полотнища текста в интернете вы найдете. Свет был очень обижен на Лермонтова за эту пьесу. Очень обижен, на самом деле. Да. Владимир, расскажите, ваш опыт работы с коллективом Русского драматического театра, как вам вообще? Как складывается отношения с труппой, да? Не при Илье будет сказано. Я, наверное, может, выйду на пару минут. Что очень хорошо складывается. Я вообще человек неконфликтный, мне очень приятно работать. Я вообще люблю артистов, потому что сам вышел тоже из этого семьи артистического. Поэтому мне приятно работать здесь, на самом деле. Я нахожу какой-то отклик и понимание, и юмор, и иронию, и шутки. А самое главное, что я вижу, насколько люди серьезно относятся к своей профессии, насколько они ее уважают, и как они развиваются в процессе репетиции. Вот что мне приятно. А бывает ли такое, что вот режиссер работает, артисты вносят свои изменения в сценарий небольшие, и с которым вы соглашаетесь? Бывает, конечно. Потому что у каждого режиссера своя кухня, понимаете, свой процесс. Кто-то этюдами репетирует, там, кто-то приходит и говорит, ну давайте покажите мне что-нибудь, чем удивляет артистов. У меня другой принцип. Я снимаю кино сначала. Вот у меня в голове есть кино. И в этом кино есть уже и декорации, какая-то музыка, и какие-то мизансцены и так далее. Дальше я артистов стараюсь в это кино ввести, мягко там заинтересовать и так далее. Но если вдруг артист мне предлагает что-то вдруг свое на репетиции, и если это в моем кино играет, да, я с удовольствием соглашаюсь. Так, мы сейчас, кажется, узнаем секрет, что же вы привнесли в пьесу. Не сейчас. Не в пьесу, в спектакль, да. Прошу прощения. Ну, вот продолжая тему кино, в кино есть пробы, да, то есть пробуется один актер на роль кого-то, да, другой. Как вы выбирали состав? Вот так вот выбирал. Вообще смотрел и выбирал. Когда режиссер впервые приезжает, да, очень сложно. Я говорю, поэтому нет, я очень приехал, интересно. у меня был люфт несколько дней, я просто смотрел спектакли идущие. И потом мы уже с директором театра и с главным режиссером мы обсуждали распределение ролей, и они согласились с теми фамилиями, которые я назвал. Ну, то есть у вас есть, правда, какой-то образ, и вы его увидели в актере? Вы знаете, образ спектакля есть, образ артистов, естественно, не был. Но когда вот я смотрел спектакли, я уже смотрел, вот тут, значит, такой пасьянс можно разложить, актерский. Вот, и он как-то вот сходится сейчас. Это было неожиданностью? Этот пасьянс. Да, безусловно. Я не считаю себя каким-то особенным эксклюзивным для театра артистом, который только один может справиться с такой работой. То есть у меня, конечно, были мысли, смогу ли я, наверное, смогу, думал, я себе говорил. Но у нас достойная труппа, и, я думаю, и кроме меня нашлись бы ребята. Поэтому, да, это было неожиданно, но приятно. Угу. Илья, а как вы думаете, вот роль Арбенина и вот ваши вот роли, которые вы уже играли, да, до этого, вот она насколько сложнее или она проще, или были еще... Это вот такой вот вопрос каверзный, да, и на него нельзя дать однозначного ответа. Это все равно, что спрашивать, какая у вас любимая группа, любимая книга. Каждая роль интересна и сложна по-своему, но если говорить о затратах, о тех чувствах, которые ты испытываешь на сцене, о сложности, да, вообще погружения в образ и о сложности существования в этом образе, то, наверное, это вторая такая работа на моей памяти. Всего лишь вторая. Первая — это была работа в спектакле «Лавина». Написал в свое время ее Тунжер
Джуджинаглу. И вот там вот я действительно выходил выжатый, как лимон после репетиции, шел домой как, ну, с видом чуть ли не человека, который вот сейчас пойдет и с моста спрыгнет. Очень тяжело. И в первую очередь не физически, эмоционально. Вот роль Арбенина, она в этом плане, конечно, невероятно сложна. Постоянно держать внутри огромные клокочущие чувства, мысли. И если вот актеру такая роль досталась, то, конечно, тут либо пан, либо пропал. Надо стараться на все 100%. Спасибо вам. Спасибо большое. Уже с нетерпением ждем премьеры, потому что очень интересно все это Наших увидеть. телезрителей приглашаем в Русский драматический театр 1, 2, 3 марта на спектакль «Маскарад». Вы наверняка получите огромное удовольствие. До новых встреч! Да, до новых встреч в эфире, дорогие друзья.